Здравствуйте, уважаемые телезрители! В нашу инициативную группу по увековечению памяти и восстановлению доброго имени жертв политических репрессий в Мордовии вошла Екатерина Сергеевна Исайчева, сценарист, заслуженная артистка Республики Мордовия, служащая в Мордовском национальном драматическом театре. Екатерина Сергеевна, расскажите, пожалуйста, какое у вас отношение к тем ужасным событиям, которые мы называем политическими репрессиями, как у гражданина республики и страны? Какое может быть отношение у любого адекватного человека? Конечно, отрицательное, мурашки по коже. Абсолютная неприязнь к этим событиям. И внутреннее возмущение однозначно. Потому что то, что происходило в 30-е годы, это, конечно, просто вырезание интеллигенции, геноцид своими же руками. А как вы считаете, у нас в обществе уже сложилось согласие по поводу этого периода? Или общество расколото пополам? Может быть, в вопросе политического руководства того времени, может быть, и раскололось пополам. А вот насчет действий, я думаю, даже те люди, которые кричат, что Сталин лучший правитель, лучший вождь всех народов, все равно, я думаю, что они понимают в душе и головой, что те расправы над людьми, над невинными, которые имели какое-то отношение к политическим высказываниям или не имели, на них просто была написана докладная записка. Я думаю, что они понимают, что это просто варварство и убийство. Я думаю, вот в этом вопросе общество не расколото. Я думаю, наше общество понимает, что это драма того времени. А вот вы, конечно, не историк театра, а у вас сейчас какое, как сказать, как вам кажется, как репрессии повлияли на развитие искусства театрального? Только отрицательно? Или некоторые начинают хвалить Сталина, что в чем-то он поддерживал каких-то режиссеров? Вы знаете, я не историк театральный, но я понимаю, что в то время страдали все. И врачи, и ученые, и актеры, и режиссеры. И у нас их немало, тех, которых также забирали, расстреливали, поэты, писатели, драматурги, пропадали без вести. И только в наше время раскрываются архивы, да, и мы понимаем, что человек пропал не без вести, а вот такая у него участь, представленная быть к стенке и расстрелянным. Однозначно это была потеря среди интеллигенции, среди умов. А то, что Сталин кого-то поощрял, власть всегда кого-то поощряет, но это не значит, что это хорошо для нашего культурного фонда. Вы сценарист и актриса. А насколько важно для творческого человека, который сочиняет текст или выступает перед зрителями, ощущение отсутствия страха и свободы слова, свободы творчества, свободы размышлений? Как вы считаете? Я считаю, начнем с того, что цензура должна быть. Это однозначно. Зачем? Затем, что вот сейчас мы идем по веянию европейскому. Вот эти перформансы на сцене вместо спектаклей. Это не наша русская школа театральная, совершенно. И мы пытаемся идти в ногу со временем. Я не говорю, что это плохо, это замечательно, есть хорошие спектакли, есть не очень хорошие. Но вот негатив, который я вижу, вот идет со сцены, знаете, сейчас время не очень простое. И я не говорю, что нужно смотреть только комедии. Нет. Но все же грязь на сцене видеть не хочется. Правду хочется видеть, а вот грязь не хочется. И хочется, чтобы цензура удерживала нас от пошлости со сцены. Пошлость мы и так увидим очень много в интернете. А когда прямой контакт идет со зрителем, идет вот эта невидимая ниточка осознания бытия, то, что происходит на сцене,
Ну, это, конечно, ужасно, потому что на спектакли ходят не только старое поколение, среднее, но и молодое. Говорят, театр не воспитывает. Это неправда. Но вот единственная проблема в том, кто будет определять, что такое грязь. Да, здесь я совершенно с вами согласна. Не расширит ли он границы этой И не грязи? зажмет ли, я бы сказала, да, вот с жесткой цензуре, которая была когда-то в советское время. Да, здесь вот очень сложно найти вот ту священную грааль, на которую нужно ориентироваться и вообще от которой нужно отходить от нее. Но, опять-таки говорю, цензура должна быть, но однозначно грамотная, не продуманная, и люди, которые определяют, да, некие рамки, границы, конечно, это должны быть совершенно уважаемые люди, и к которым у нас доверие. Вот так. А вот отвечая на ваш вопрос о свободе, легко ли? Человек не только на сцене, человек в жизни должен себя контролировать, что и как говорить. Потому что любой уважающий себя, образованный, интеллигентный человек должен думать, что он говорит, даже тому человеку в транспорте, который рядом едет. Понимаете? А со сцены тем более должен быть самоконтроль у актера. Конечно, ощущение, если, допустим, в зале, да, там представители власти, конечно, ты себя больше контролируешь, это я говорю о себе как об актрисе. Какой-то внутренний контроль, может даже где-то зажим, потому что это люди власти. Я не говорю, что это страх, нет. Это, скажем так, это ответственность, больше ответственности, да, скорее всего, в нынешнее время. А в то время, конечно, наверное, было страшновато играть, если кто-то из ЦК Бюро находится в зале. Да. А вот вы, когда выступаете в качестве актрисы, вы верите в то, что ваше творчество и творчество вашего коллектива улучшает зрителей, да? Однозначно. Как в чем это вы выражается? не верите? Да вы что? Тогда смысла нет в нашей работе. Тогда нет смысла. Потому что дело в том, что театр не говорит, как нужно делать. Он показывает некое такое отражение нашей жизни, пусть даже эти события происходили в XVIII веке, но люди-то, знаете, не изменились. Кто-то предает, а кто-то любит. Все это со сцены показывается. Для чего? Для того, чтобы человек увидел какую-то схожесть со своей ситуацией, со своей жизнью. Может быть, что-то в душе бы ёкнуло. Наверное, я поступил неправильно. Или как здорово, ведь у меня такая же история была. Или да, как хорошо поступил этот герой. Может быть, в жизни потом человеку это пригодится, и он, если не так поступит, то, по крайней мере, постарается так поступить, как герой со сцены. Мы, актеры, драматурги, еще раз говорю, отражение, понимаете, то, что мы показываем, это некое отражение общества. А вот человек, который сидит в зале, он сам решает, мое ли это отражение или отражение всего, то есть всего общества, которое меня окружает. Театр, да, есть у него воспитательный процесс однозначно, и он должен быть. И хорошо, что вы подняли эту тему свободы, да? В театре во все времена всегда были драматурги и режиссеры, которые не боялись и шли вперед времени. И в сложное время, и в наше время кто-то их понимает, кто-то не понимает, но однозначно это нужно. И в наше время, и в то время нужно было. Вспомните такой пример комедии «Ревизоры», да, когда первый раз ее показали, и как там местный городничий возмущался. Но ведь это правда. Она, конечно, утрирована. Конечно, там все эти образы, они гиперболизированы, как бы под лупой рассмотрены однозначно. Вот этот плохой, а
А вот этот слишком хитрый, такого не бывает, человек очень многогранен. Даже у плохого есть какая-то положительная сторона. Я уж не говорю там о каких-то маньяках, ненормальных людях, а просто вот он с коллегами такой вот агрессивный, да, он злой, а в семье вот он лучший папа на свете, я, к примеру, говорю, или там лучший дедушка. И, ну, а у Гоголя это, ну, как бы специально вот, швы вот эти неровные, белыми нитками шитые швы общества, они были показаны на показ, вот, прям конкретно. И когда увидели первый раз эту комедию, то есть они возмутились, вот эти чины, да как такого, как вы не смеете показывать, а ведь это правда, ведь это не пошлость и это не какая-то скабрезность, это показывание правды через комедию, через смех. Давайте посмеемся сами над собой. Но ведь это конечно, грустно, но это смешно, такая смешная ситуация. Поэтому, да, воспитывает, это наша задача. Но опять-таки, самое главное, ведь человек это делает выбор сам. Мы же не говорим, иди и обличай негодяя. Нет, ты можешь пойти и варить суп, но реши, дружить ли с этим негодяем, как бы подлизываться к нему, если он начальник твой, или нет, или стоять на своей позиции. Опять-таки, выбор-то за человеком. Но не всех воспитывает. Вот, допустим, Сталин, за ним многие отмечали его качество, что он был драматургом. Только он играл живыми людьми. И спектакли, особенно самый знаменитый его, это процессы судебные, на которых это было как бы такое представление лжи, где люди, адвокаты обвиняли своих подзащитных, подзащитные брали всю вину на себя и ругались, признавались во всех обвинениях, потому что их до этого месяцами пытали, и они знали, что будет с ними, если они не сыграют эту роль, и что будет с их родными. И известно архивно, что Сталин прописывал роли для каждого, особенно для известных обвиняемых, которых он уничтожал, которые должны были на суде произносить речи и самоуничижения, такие даже он прописывал, чтобы они в матерной форме себя унижали при публике. Вот с точки зрения драматурга, как вам, Иосиф Виссарионович, который получал удовольствие от жизни? Удовольствие он однозначно получал, наверное, от этого процесса, который он инсценировал. Ну, как вам сказать? К сожалению, я не видела, да, его бумаг, не читала об этом, как он это все, ну, как режиссер, как драматург раскладывал, если можно так его назвать, в этом качестве. То, что он знал, куда давить и куда выводить этот процесс, это однозначно. И, конечно, это однозначно подло, но, сказать, он сразу-то подлецом не стал, просто какие-то обстоятельства жизненные и факты жизненные привели его вот к формированию именно такого характера подлого. Ну, в этом плане, да? Я не говорю, что он там какие-то же вещи он делал, наверное, для страны, решения, при принятии решений очень жесткой рукой, положительные. То есть я имею в виду для страны, таких фактов много. Но если мы рассматриваем именно вот эту трагедию, уничтожение целого пласта поколения, да, то гением я его не назову, ну как вот с языка хочется сорваться злой гений, но не могу здесь однозначно ответить, потому что он бы один ничего не сделал. Конечно, подчиненные, которые хотели ему угодить, помогали ему в этом. Понимаете, там работал не он один, работала целая команда. И поэтому ответственность не только на нем, и на тех, кто его поддерживал однозначно.
даже правая рука Берия и остальные приближенные. А вот вы как объясняете для себя, почему у нас вот это произошло, вот этот многодесятилетний период такого неуважения к ценности человеческой жизни, к ценности там свободы и слова, и десятки миллионов людей через лагеря прошли, и массовый отъем собственности, реколлективизация, раскулачивание и других вот мерах экономического такого грабежа у населения. Это у нас как-то случайно это у нас произошло, или это мы должны были этот этап пройти, который был вызван, может быть, социалистическими заблуждениями, и это никогда уже не повторится. Вот сама вот эта инерция, которая привела нас к этому трагическому периоду, вы ее как объясняете для себя? Вы знаете, все закономерно, однозначно. Потому что просто так эти события бы не произошли. Эти звоночки стали как бы доноситься еще в царское время. Очень много событий предшествовало этой трагедии. Очень много. Бездействие местных властей. Ведь и тогда, на то время, местные чиновники просто занимались самоуправством. И люди десятилетиями терпели, и потом устали уже терпеть. Конечно, здесь огромную роль сыграла Первая мировая война. Да, люди устали воевать, просто устали. И та партия, которой они доверились, да, большевики, которые в итоге победили, конечно, они сыграли на этом. И пообещав там малограмотным крестьянам землю, свободу и лошадь в придачу. Все к этому шло. Нельзя винить только большевиков, что и коммунистов. Вот они такие плохие, нехорошие. Значит, изначально где-то была эта червоточина, от которой яблоко начало гнить. И думаю, что виноваты тоже и, наверное, само общество, эти люди, которые стояли тогда у власти, при царской власти. Допустили? Ну что ж, ребят, пеняйте на себя. Народ не мог долго терпеть такого. Наступало другое время, потому что уже за границей была совершенно другая политическая обстановка. Как вы знаете, все это дело очень быстро распространяется. И я с вами согласен, вот если вот этот период такой социалистической, когда в обществе вот это стало главенствовать мировоззрение, оно, конечно, уже с 19 века, интеллигенция и многие и в крестьянстве это было желание, что вот будет социализм, когда победит, наступит равенство власти. Да, а оказалось, наступит голод 15 миллионов людей, массовое уничтожение всех, кто инакомыслящих, и остановка и Серебряного века культуры. Более 1000 писателей было расстреляно. И вот все научные школы, все развитие советской науки, это все дореволюционные школы. Потом, когда они закрылись, вот сейчас мы находимся как раз в каком состоянии были советские научные школы. По всем наукам мы почти отстаем. Дело не в этом. Если вот это закономерно, власть социалистической идеологии и ее итоги, то я считаю лично, что участие начала Второй мировой войны – это вещь исторически случайная. Она была вызвана тем, что по итогам Первой мировой войны были заключены Версальские соглашения, на основании которых Германия не могла иметь армию, не могла создавать вооружение. Но в нашей стране стали помогать создавать Германии армию и вооружение для того, чтобы она ударила по Западу. Но и кроме этого у нас были репрессии против военных, благодаря которым у нас была обезглавлена армия, и поэтому мы еще оказались более безоружны и желательны для нападения на нас. Кроме того, коллективизация раскулачивания превратила в обществе раскол, то есть началась такая пока холодная гражданская война, которая тоже проявилась во время Второй мировой войны, когда миллионы людей или сражались против Советского Союза, или просто сдавались. И еще большое преступление было совершено после войны, когда сотни тысяч людей, инвалидов, были по решению Сталина спрятаны из столиц, чтобы общество не видело цену войны.
и эти сотни тысяч людей были убраны из городов, чтобы население не видело эти огромное число жертв войны. И еще огромное число, даже можно сказать, что миллионы людей, которые были взяты в плен германскими войсками по вине сталинского руководства и по вине его военной политики и его бездарных решений военных, они прошли через фильтрационные лагеря. Многие из них были признаны врагами народа, те, кто сражались, но по объективным причинам попали в плен. Вот вы как относитесь к тому? Нужно ли это? Вот мы, наверное, общество должны попросить прощения перед теми, кто вот так даже после войны был вот так бессовестно репрессирован. Ну, однозначно, конечно, попросить прощения. Но я не думаю, что общество, ну, как бы, вот, да, нынешнее, вот так, то, которое сейчас сложилось, как бы, может быть, чувствует себя виноватым или нет. Не потому, что они плохие, а потому, что очень много времени прошло. И уже и те родственники репрессированных людей, и внуки, и правнуки, конечно, ну, уже, ну, не знаю, не сохранили, наверное, обиду, потому что это уже совершенно другое поколение, и не думаю, что они очень остро чувствуют боль. Попросителей прощения, ну, наверное, это каждый человек сам для себя решит, да? Кажется, что я должна просить прощения, это же вот власть с ними делала. Власть сделала, остальной люд молчал. Не случайно где-то в Германии, вот в городе, такой есть памятник, знаете, интересный. Там несколько плит. По-моему, количество их 96, 98, не буду врать, 90 с чем-то. Это те люди, которые, единицы, да, вот они, не поддержали вот эту политическую ячейку фашистскую. Они тогда встали и однозначно сказали, что нет. Вот их около 90 с чем-то человек. Конечно, все были расстреляны. Вот. Я говорю это к чему? К тому, что общество-то молчало, то ли от страха, то ли... От безответственности? Скорее, знаете, какого-то заблуждения, что действительно они являются врагами народа. Вот раз за ним пришли ночью, там черный воронок подъехал, значит, действительно он виноват. Ну, не может быть такого, чтобы товарищ Сталин невинного человека, а если взяли невинного, то разберутся. Это была такая вот безоговорочная вера еще, плюс к этому. Как-то, знаете, шоры вот такие по бокам. Я вижу только вот эту правду, а другое даже видеть не хочу. Не все, конечно, нет, не говорю. Многие понимали, что это несправедливо, но просто боялись за своих близких, не сколько за себя, потому что были дети, жены. Никому не хочется умирать, всем хочется жить. Конечно, просить прощения. А вот Я думаю, что, наверное, если у кого-то там как-то ёкнет, да, просто может помолиться за них, потому что умерли-то они не в очень хороших ситуациях. Вообще, если как в хорошей ситуации умирает, конечно, словесная чепуха. Но Господь Бог, наверное, должен был решать, а не таким образом. Не эти люди, которые стояли у руководства, вот так отнимать жизнь, просто не имели права. А вашей семьи коснулось репрессий? Да, это не репрессии, я не могу сказать, что это репрессии. Нет, брат моей бабушки Иван Сударев, он был офицер, да, он попал в окружение, и взяли их в плен, и он попал в концлагерь, уже на территории Германии. Он был там. Конечно, там выживали единицы, потому что, сами понимаете, что такое концлагерь. Это живая рабочая сила, которую особо не нужно кормить, а потом и беречь не нужно особо, потому что придет еще вагоны, эшелоны с такой же рабсилой.
Выжил, конечно, он чудом, благодаря немке, медсестре, медработником была. На территории Германии их послали разбирать старую угольную шахту. Но она была настолько старая и ветхая, что даже местные жители говорили нашим заключенным: не ходите туда. Там просто все обвалится, и вы там погибнете. И, конечно, наши заключенные отказались идти. И тогда руководство пригласило отряд Гитлер-Югентов. Они были очень жестокие, подростки вообще жестокие, да, вы понимаете, а-ля наши пионеры. И они загоняли их железными прутами туда. И вот мой дед, чтобы уйти от удара, закрылся рукой и получил травму. Из-за этого он не мог работать и ходил в медицинскую часть. И там в него влюбилась немка, медсестра, или доктор. И пока конвоир стоял за дверью, она ему намазывала каждый день хлеб, то ли с подсолнечным маслом. В общем, вот так она его спасла от голода. Вот таким образом. Вот так он выжил, потом его освободили. Ну, наши же там, да, солдаты, уже ближе к победе, когда стали освобождать территорию. Захватывать уже, скажем так, территорию врага. Когда он вернулся домой, естественно, он был объявлен врагом народа, потому что он был в концлагере. Это прискорбно было, он был офицер с образованием, и, к сожалению, вот с таким волчьим билетом он не мог устроиться ни на одну работу, кроме как вот подсобный рабочий, не знаю, возить землю на тачанках, месить глину, цемент, самая тяжелая грязная работа, просто чтобы прокормить семью. То есть у Сталина было несколько таких известных приказов. На основании одного из них военнопленные не должны были сдаваться в плен. Живыми. Получается, миллионы людей, если выполнять этот приказ, миллионы людей должны были застрелиться. Еще был приказ, когда советская армия отступает, то все населенные пункты, там или около крупных дорог, или даже, можно сказать, тотально уничтожались вместе с мирным населением, тоже по приказу Сталина. Где-то это наверняка не выполнялось, но сам факт, что если мы уходим с этих территорий, то все местные жители, если они не уходят, там, допустим, пожилые люди или кто не может передвигаться, Сталин их обрекал на уничтожение. То есть вот это тоже мы должны, конечно, нравственную оценку дать этих приказов, но я вас прервал. Я хотела сказать, что еще было событие, да, предшествующее. Вы сказали, вот раскулачивание тоже до Второй мировой. Ну вот, было, еще раз говорю, это проблема, наверное, общества. Вот, как раз наша семья, и ее признали, ну, как кулаками, наверное, да, зажиточными. Но так как мы были, наша семья была очень такая порядочная, и, по сути, никому мы там зла не делали, нас просто предупредили об этом. Предупредили вышестоящие там друзья, позвонили и написали, я уже сейчас точно не буду, не смогу даже сказать, что вот есть такой приказ о вашем раскулачивании, вот вашей семьи. И чтобы избежать этого раскулачивания, нужно было, конечно, бежать. А как убежать, если у тебя все документы в колхозе? Потому что раньше они там председатели. Территориально мы были, ну как, привязаны к месту, к сожалению. И чтобы выйти вот оттуда, да, вот, чтобы документы отдали, пришлось отдать всю скотину, чтобы просто в ночь убежать. Все корма, просто все отдали, нам вернули документы, ну, то есть моим предкам. Они собрали вещи и уехали в другое место. Вот такой сей факт был, конечно, это очень страшно. Просто переложить эти события на свою семью. Сейчас, чтобы куда-то уйти, убежать на новое место, как беженцы в своей же стране, да, в своей республике. За что? Ты никакого преступления не сделал, ты работал так же, как все. Хоромов не было просто, может быть, на одну корову больше, чем у соседа, или, я не знаю, на 2 мешка пшеницы получилось больше, чем у других.
То есть мы для себя должны такой урок сделать. Когда на выборах учредительное собрание 80% пришедшего на выборы населения проголосовало за 5 социалистических партий, видимо, вот этому населению понравилось вот что там признавалось, что мы теперь сделаем передел собственности, вся собственность принадлежит богатым, а мы отдадим бедным и наконец-то заживем. Реализация этого утопического пожелания превратилась в то, что миллион людей умерли от голода, и десятилетия люди жили очень средне и даже хуже, чем до этого. Потом социалистические партии обещали, что мы через террор, через репрессии сейчас найдем врагов, которые виноваты в том, что мы не живем припеваючи, и их убьем. А оказалось, миллионы людей были под риском расстрела, и миллион людей расстреляли. То есть мы должны сделать вывод, что такие, когда мы слышим, кто-то нас манит такими пожеланиями, что давайте устроим передел собственности, нарушим чьи-то права собственности, у кого-то отберем, кому-то отдадим, или давайте найдем среди нашего общества врагов, которые через лишение жизни которых можно улучшить жизнь общества, нам больше вестись на такие пожелания не стоит, потому что они приводят к плохому финалу. Мы должны сделать все-таки из истории урок. Вы как считаете вообще, история нужна обществу? Нужно изучать или бесполезно? Ну, это однозначно, конечно, чтобы не совершать таких ошибок. Сейчас говорите, да, что вот мы должны извлечь урок. Но чтобы извлекать урок, его нужно знать, его нужно выучить сначала. Вот чтобы что-то извлечь, нужно не забывать об этом. Нужно постоянно напоминать детям о том, что вот была Великая Первая мировая война, и какие последствия она имела. И какие последствия революции были. Просто кровавые гражданские войны были. Брат на брата шел. Это же страшно. Это же представлять не хочется. Согласен. И тем более вот эти события 30-х годов, это же просто отвратительно. И если мы не будем учить наших детей на этом горьком опыте, как сейчас учат детей в Германии, у них вот эти документы, они же все в открытом доступе. Да, им стыдно за своих дедов, там, прадедов, но они говорят, что это наша история, и мы не хотим, чтобы наши дети повторили эту ошибку наших дедов, отцов, прадедов, потому что это очень страшно. А чтобы они не повторили, они должны видеть этот ужас. И значит, и наши детки должны посмотреть, да, на этот факт, случившийся уже, к сожалению, историю не переписать, это было. Вы посмотрите и постарайтесь так не делать. И нельзя, конечно, замалчивать и затаптывать, но было кому это нужно. В первую очередь нам и нашему будущему, чтобы, не дай бог, это не повторилось. Слава богу, сейчас другая обстановка в стране. Есть и диссиденты, и там, пятая колонна, мы о них знаем, мы о них слышим, но еще не... Слава богу, расстрелов пока нет. Все живы-здоровы. Все высказывают свое мнение на каком-то, на радиоканале «Дождь», да, там, на телеканале. И тут как бы имеешь право сказать, пожалуйста, а ты имеешь право слушать, а ты имеешь право верить или нет. Но забывать вот такого урока жестокого однозначно не следует, и детям об этом нужно рассказывать и показывать. А про пятую колонну сейчас вы с юмором сказали, да? Ну да. Да, то, что с юмором я принимаю. Так вот, у нас инициативная группа, наша с вами Екатерина Сергеевна, она, как сказать, выдвигает пожелания городской и региональной властям Республики Мордовия. Все эти пожелания реализованы в десятках регионов нашей страны. Мы ничего беспрецедентного не желаем, хотим показать, что общество Мордовии не меньше помнит трагедию, которая произошла с нашими земляками, чем жители других регионов. И я уверен, наша власть через какое-то количество месяцев или лет тоже нас поддержит и возьмет на вооружение наши пожелания, реализует, и мы заполним этот пробел в историческом, таком общественном, моральном самосознании. Первое наше пожелание в том, что мы считаем, и я вас эти пожелания попрошу скорректировать, поддержать, добавить
так далее. Первое пожелание: мы считаем, что нужно ежегодно проводить поминальное мероприятие, и очень желательно, чтобы глава республики Владимир Дмитриевич Волков в день памяти жертв политических репрессий или какую-то другую дату, какую считает наиболее уместным для нашей республики, раз в год выступал со словами соболезнования репрессированным землякам и их семьям. Как вы относитесь к этому? Ну, конечно, к этому отношусь положительно. Ну, понимая, как глава республики занят, и какой у него график забитый. И, ну, конечно, нужно найти на вот такую, грубо говоря, минутку, да, скорби и памяти. Обязательно нужно найти время. Это было бы здорово. И я не думаю, что наш глава, ну, скажет: нет, я против. Я думаю, он, наоборот, поддержит эту инициативу, потому что он человек умный, интеллигентный, воспитанный и, ну, гражданин своей страны. Да. И этим поднимется и рейтинг в целом власти, и гармония между властью и обществом. И еще одна потребность части общества, потребность вполне обоснованная и цивилизованная, будет удовлетворена. Следующее наше пожелание в том, чтобы тоже, как в десятках городов нашей страны, вот в Мордовии на местах, на стенах последнего места жительства репрессированных земляков крепились мемориальные доски. Уже около 1000 таких вот памятных табличек, мемориальных досок укрепили в разных городах нашей страны. И чтобы и у нас тоже вот эта традиция появилась. Я думаю, это неплохо, это замечательно. Это нужно, это просто необходимо. Потому что мы поговорим и забудется. А доска вот эта, которая будет висеть, да, с фамилиями людей, которые без вины были наказаны жестоко. Ты пройдешь мимо и прочтешь все равно, и посмотришь, что это за фамилии, и что за люди. Это обязательно нужно, обязательно, да, необходимо. А чтобы опять не повторить ошибку, не нарушить право частной собственности, дело в том, что в этих домах могут жить люди посторонние, и у них такая может возникнуть опасение, что из-за этой таблички может понизиться стоимость жилья. Или еще есть такое мнение, что дети, когда видят такой факт из биографии, который указан на этой табличке, они расстраиваются, и детей расстраивать, естественно, никому не хочется. Как бы вот вы смогли интеллектуально убедить? Вы знаете, мне смешно слушать, что дети расстроятся из-за того, что они прочтут чью-то табличку, что он был там репрессированный, там, не знаю, расстрелян. Я не думаю, что какой-то мальчик или девочка остановится и будут рыдать над этим. Нет, конечно, наверное, мне приятно будет, да, прочесть. Не то, что неприятно, а ну, скорее такое ощущение, если не скорби, то сожаление, что это произошло, да, такое событие. Но я не думаю, что у них это вызовет большой психологический шок или травму, потому что сейчас такое поколение не слабонервное растет. А стоимость жилья? Стоимость жилья. Я не представляю, как, допустим, табличка «Здесь жил драматург, да, Мякушкин», ну, табличка, и она, есть такая табличка на доме, как-то повысит стоимость квартиры, или понизит, да, этой старой хрущевки. Мне кажется, это вообще просто глупо. Люди, наверное, не табличку покупают, а квадратные метры и смотрят, какая внутри сантехника, и какие окна и так далее, и расположение в городе. А то, что там же ничего, никакой пропаганды гадостной нету, я не знаю. Это почему-то к рекламам и к всяким плакатам мы нормально относимся. На доме висит огромный плакат, там, например, там, не знаю, Мегафон или еще что-то. Я просто, например, булочный, да? А вот к этой табличке мы очень плохо отнесемся. Ну, это глупости какие-то. Я вообще это за причину не считаю, что понизить стоимость жилья. А как вы отнесетесь к тому, что вот в рамках выполнения нашего пожелания следующего года через 2, может быть, или через год, или через 3, Петр Николаевич Тултаев или Владимир Дмитриевич Волков своими правительством и администрацией смогут найти финансы на установку памятника жертвам политических репрессий в центре Саранска.
и вы увидите в новостях сюжет о его открытии. Нет, отнесусь я к этому положительно, однозначно. Но значит, нашему правительству не все равно, что происходит сейчас, и тем более не все равно, что было тогда, да, что произошло тогда, в те года. Тоже в десятках регионов есть такие памятники. Просто я не уверена, что это где-то в центре найдется место, но да это, знаете, и не важно, в центре или где-то в районе Химаш, или в районе Святых Строя будет, или на юго-западе. Факт в том, что он вообще будет. Я не говорю, что там где-то, да, в Макаровке, нет. Но в пределах города, что у нас есть такой памятник. И есть, раз есть памятник, значит будет память. Значит, маленький ребенок пройдет и спросит, а это что такое обязательно? А взрослый постарается ему ответить. И, ну, это здорово. Это воспитывает какую-то гражданскую позицию в человеке. Что мы не готовы забыть. Вот так. А еще более дорогостоящее наше пожелание – это, как тоже в десятках регионов нашей страны, чтобы в Саранске или в одном из исторических зданий, или в нескольких музеях была открыта выставка памяти жертв политических репрессий, а в перспективе был открыт музей одноименный. И у нас есть несколько мест. Вот здание городской администрации – это историческое здание. Если переместить сотрудников в другое, не менее комфортное помещение, там можно организовать музей. Потом вдоль фонтанного спуска там одни исторические здания, одно из них можно превратить. Потом прокуратура, здание тоже сейчас могут скоро сносить на Льва Толстого. Прокуратура у нас создавала книги памяти жертв политических репрессий. Здание прокуратуры можно превратить в музей. Потом на перекрестке Московской и Республиканской есть здание военкомата. Находится в старинной усадьбе 19 века, тоже очень красивое место. Трехсвятская или трехсвятительская церковь на улице Московская, тоже, если ее реконструировать, тоже можно переформатировать под музей. Но я не настаиваю. Могут найти другое помещение или возвести. Как вы хотели бы вы в этот музей, если бы у нас открыли? Вообще музей это замечательно, тем более такие вот, да, исторические музеи. Думаю, руководство нашей республики сами решат, в каком месте это все располагать, потому что, я думаю, у них планы там по сносу и по реконструкции уже просто решены уже на многие, если уже не 5 лет, но 10 точно, это однозначно. Все это решается не с бухты-барахты. Вот, поэтому как мы можем советовать? Ну, это наше пожелание, конечно. Скажем так, это даже не пожелание, мечты. Думаю, если найдутся средства, то найдется и место. Вот. Там тоже сидят люди не глупые далеко. И если будет такой приказ, значит будет это здание. К этому, конечно, к появлению такого музея нужно относиться только положительно. И как еще относиться? Это еще одно место памяти и место истории нашей, что мы не забываем, что мы неравнодушны не только к будущему, но и к прошлому. А без прошлого нет, конечно, настоящего, без вот таких уроков. Пусть не очень приятных, жестоких. Без этого это забывать нельзя. Случилось то, что случилось. Исправить мы ничего не можем, но мы можем предотвратить повторение вот этих событий. Еще у нас пожелание продолжения открытия архивов, продолжения революционного процесса, открытия географически точного места расположения мест массового захоронений, облагораживания этих территорий, их, как сказать, превращение в цивилизованный вид. И вот прошу вас прокомментировать возведение на одном из мест массового захоронения, допустим, на юго-западе, у Богоявленских родников, по-мордовски Эревлей, источник жизни. Там 7 расстрельных ям, около 700 останков тел, кто создавал Мордовскую республику и татарскую культуру создавал в Мордовии. Там они их захоронены, их останки после расстрела. Как вы относитесь к тому, чтобы там мемориальный комплекс возвести? Тоже, который есть во многих регионах на местах массового захоронения расстрельных жертв репрессий. Ну, отношусь я к этому положительно. Ну, как,
Если есть сей факт, что людей там расстреляли и захоронили, нужно обязательно что-то, либо памятник, либо, я не знаю, какую-то доску мемориальную. Если тем более там, видите, разные вероисповедания, да, как вы говорите, значит, что-то общее, объединяющее, можно какой-то мемориал поставить. Но забывать об этом не нужно, потому что нужно помнить всякое, плохое, хорошее. Нужно Я одобряю, то есть положительно отношусь как к хорошим памятникам, да, там памятник нашему символу Мордовии, города, лисе, памятник семье, это здорово, памятник, там, я не знаю, там, Высоцкому, Гагарину, это прекрасно. Но и такие памятники, которые показывают, ну, которые не дают забывать. И показывают вот это памятное место, где погибли люди. Такие памятники тоже нужны. Почему нет? Я только за. Уважаемые телезрители, в нашу инициативную группу по увековечению памяти и восстановлению доброго имени жертв политических репрессий в Мордовии вошла Екатерина Сергеевна Исайчева.